Северной Осетии до 2017 года из аварийного жилья должны переселить около 3000 человек. Об этом на выездном совещании сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Претендовать на новые квартиры смогут граждане, чьи дома признали аварийными до 1 января 2012 года. Всего планируют возвести 126 многоквартирных домов. К строительству жилья приступят уже на новой неделе. Мы обязаны выполнить программу переселения из аварийного жилья, которая запланирована на 2014 год. Корабль в хорошем смысле слова раскачали, но не для того, чтобы он нахлебался воды и пошел вперед. Средства бюджетные выделены, несмотря на все сложности, на все санкции. Ни одной копейки нам бюджет не срезали. В регионах средства тоже есть. Осталось только одно – жесткая требовательность за выполнением подрядчиками тех нормативных документов и сроков. Волейбольный клуб «Иристон» может прекратить свое существование. Третий месяц он претерпевает финансовые трудности. Несколько приезжих игроков уже покинули команду. За 20 лет существования клуб периодически сталкивается с трудностями, но подобные проблемы возникли впервые. Сейчас шансов попасть на чемпионат у команды с каждым днем все меньше. Администрация клуба последнюю надежду возлагает на руководство республики. Желание у игроков играть есть. С других городов игроки приезжают в команду, хотят играть у нас, но, как видите, из-за плохого финансирования не получается. Даже нет возможности нормально тренироваться. Вот у нас команда, сезонную подготовку мы не прошли. То есть, получается, сейчас мы к сезону практически не готовы. Если сейчас команда снимется, то это уже все. Это команды больше не будет. Это надо очень много желания с руководства, чтобы снова возобновить команду. Административно-техническая инспекция мэрии провела рейд по улицам Владикавказа. Накануне истек срок очистки городских территорий от агитационного материала. Несмотря на постановление администрации, значительное количество листовок все еще остается на улицах города. К выявленным злостным нарушителям будут применяться штрафные санкции от 2 до 10 тысяч рублей. При выявлении правонарушений будут направляться уведомления тем кандидатам депутатов или организациям, которые размещали данный агитационный материал, вызываться на составление протоколов об административных правонарушениях. Научный лагерь в Куртатинском ущелье уже второй год подряд становится площадкой для общения ученых. В молодежном центре «Бальц» собрались аспиранты, доценты и профессора Северной Осетии. В течение 3 дней технари и гуманитарии прослушают лекции по истории и культуре Северной Осетии. Кроме того, участники отправятся на экскурсию по горным тропам. Возможно, что в скором времени лагерь станет межрегиональным. Во Владикавказе прошла творческая встреча с известным кабардино-балкарским поэтом Хасаном Тхазеповым. В республику он приехал в рамках литературного проекта «Зеленая лампа». На беседу с заслуженным деятелем культуры России пришли поэты и писатели Северной Осетии, а также почитатели его творчества. Хасан Тхазепов – автор многих книг, среди которых такие как «Караванщик», «Третья смена» и «Лунный дождь».